Всем привет, друзья! Меня зовут Абдулла Джусупалиев. Мы начинаем нашу передачу «Арена». Сегодня мы поговорим о детско-юношеском футболе. К нам пришли представители футбольного клуба «Манас». Это Телек Наматбеков и Вячеслав Атяков. Здравствуйте. Ну, давайте сразу же начнем с самого очевидного, наверное. Просто расскажите о своей академии, когда она была основана, сколько игроков играет. Ну, в общем, в целом о вашем клубе, да, не академии. Наш клуб называется «Манас». Мы организовались 2 года назад. Мы до этого играли в одном титулованной команде в Бишкеке. И примерно 10 родителей приняли решение, что было бы хорошо, если бы наши дети самостоятельно играли бы под своим флагом, под своим брендом. И так мы решили уйти и создать свою собственную команду. И вот, даст Бог, уже 2 года, как мы самостоятельно играем, самостоятельно тренируемся. Вот, Вячеслав, вы отец одного из игроков, да? Тяжело ли было вообще принять такое решение? И кто вообще инициатор такой идеи? И как вы к этому пришли? Ну, то есть создать такой клуб, где финансируется только за счет родителей, да? Ну, инициаторами были все родители, в первую очередь. Вот. Обсудили, решили, собрались. И, можно сказать, создали. Ну, а вообще какие-то вот требования есть у футбольной федерации, да, или там у государства, у спортагентства к тому, чтобы вот создать футбольный клуб, да? Какие-то вот за счет документации, я не знаю, какие-то вот условий, вот что нужно сделать, чтобы открыть свой футбольный клуб? Ну, безусловно, юридические моменты, конечно же, есть, но мне кажется, это касается больше таких больших команд, как Дурдо и Эльбирс. Ну, мы частный клуб, в принципе, у нас как бы частных клубов в Бишкеке достаточно, и юридическую как бы мы не проходили, хотя бы если мы в перспективе надумаем, что можем самостоятельно быть самостоятельной командой, участвовать в бишкекских городских республиканских лигах, то однозначно мы будем уже через Министерство юстиции брать лицензию, ну, проходить все положенные процедуры. Ну, на данный момент, как бы, да, мы играем сами, без никаких юридических обязательств. Ну, а вообще, почему вы отдали именно своего ребенка именно в футбол, да? Потому что в футболе очень, так скажем, много конкуренции, да, и пробиться, например, в тот же основной состав, например, чтобы ваш ребенок играл стабильно в основе, это очень трудно. Но вы, несмотря на это, вот, может быть, вы сами как-то занимались футболом в детстве? Да, я занимался в детстве футболом, но в свое время это все приостановилось. А в данный момент мой сын сам изъявил желание играть в футбол. И с этого все началось. То есть, а ваш ребенок, получается, он сам захотел туда? Сам захотел, да, самостоятельно. Тут никто никого не принуждал, можно сказать. Да, ну нет, кстати, вот обычно бывает тоже, да, родители, которые вот они сами чем-то занимались, и они вот заставляют своего ребенка идти именно в этот вид спорта. А вообще вы не думали отдать его там, не знаю, в другой вид спорта? Вообще у меня в планах был другой вид спорта, но так как он изъявил самостоятельное желание играть в футбол. А каким видом? Я хотел его отдать в секцию борьбы. А вообще расскажите о своих, ну, это же клуб, который финансируется за счет родителей. Какие там родители? Вот сейчас, может быть, нас кто-то смотрит и говорят, ну, это же футбольный клуб целый финансировать, это очень тяжело. Ну, там собрались, наверное, люди, у которых есть деньги, вот и открыли свой клуб, да? Вот, какие там у вас родители? Ну, это совершенно не так. Самый главный мотив – это любить футбол. Самый большой должна быть повод – это любить футбол. И как бы на данном этапе прям больших финансовых расходов мы не тратим. Мы арендуем поле, экипировку покупаем детям,
оплачиваем тренеру заработную плату и небольшие поездки. Но если это конкретно в цифрах касается, то от 5 до 8 тысяч сомов у нас как бы обходится в месяц содержание одного ребенка в нашем клубе. Деньги, мне кажется, небольшие, но зато перспектива. А есть, для такие, детей. есть еще такие клубы, которые так же, как вы, финансируют себя сами? Ну, Или мне вы кажется, вот первые? мне кажется, наш случай просто уникальный, если честно. Сейчас в команде нас 17 ребят, 17 детей. А когда мы уходили с нашего первого клуба, нас было 10 родителей. И вот Слава о причинах говорил. Но вот я хотел бы дополнить, что основными причинами было то, что вот родители оказались амбициозные, в хорошем смысле. И мы хотели, чтобы наши дети было больше игровой практики, чтобы наши дети не... А в той команде наши дети были второй состав. И вот мы, как бы, для будущего детей, детство проходит же, детство детей уходит, а так как мы были второй состав, то как бы, не всегда получалось участвовать на турнирах, дети сидели на заменах. И вот это послужило толчком, чтобы мы отделились и пошли своим путем. Финансирование, да. Вообще, родители обычно своих детей отдают своих детей в какой-либо вид спорта, чтобы он просто не бездельничал, да, чтобы не просто в телефоне не ковырялся или как. Ну или же есть такие амбициозные родители, которые вот занимайся, стань профессиональным спортсменом. Ну, я говорю сейчас не только о футболе, в целом про спорт. Вот, я сам тоже, кстати, работал тренером, и обычно вот по двум причинам приходили. Вот сделай из него человека, ну или просто вот, проведи время с пользой. По какой причине вы отдали? Вы хотите, чтобы ваш сын стал профессиональным футболистом, уехал в Европу, да, ну, допустим, в будущем? Ну, или же просто, чтобы он для себя, для своего здоровья занимался? В первую очередь, чтобы он занимался для себя и для своего здоровья, но если у него в перспективе будут данные, и он себя покажет на высоком уровне, все зависит от ребенка в данный момент, сейчас я считаю. Ну, а вы сами, вот, что бы вы хотели? Я надеюсь, что у него будет продвижение в спорте, и он себя покажет, и, возможно, через некоторое время мы его увидим где-нибудь. Ну, а вообще, за рубежом, на например. какой позиции ваш сын играет? Нападающий, он правый нападающий. Правый нападающий. И какие успехи? На каких турнирах вы участвовали? Вот первый турнир, какой он всегда волнительный? Получается, сейчас 2011 года, да? Да. Все Да, дети наши 2011 года. И вот первый турнир, как все прошло? Для ребенка он, конечно, волновался, вот, потому что для него такой первый турнир это было волнение, ну, растерянность у него была. Ну, после первых нескольких игр он уже более-менее восстановился, как бы, я думаю, нормально играл. Вот вы говорили, что перед эфиром, что вы участвовали на турнире на Искулии, да? Потом вас пригласили, по-моему, в Казахстан. Да. Об этом можете рассказать? Наши первые турниры самостоятельно, когда мы уже под флагом самостоятельного Манаса выходили, это вот примерно год назад. К этому моменту мы уже где-то в 5-6 турнирах участвовали, и в четверых мы заняли призовые места. Последние 2 турнира были международные. Это вот примерно в конце июня была Нитрокап. Очень много команд было. Ну, если честно, если говорить по 2011 году, примерно 12-14 команд было, 2-3 подгруппы. И в полуфинале мы выиграли узбекистанский Пахтакор в полуфинале, Академию. А в финале, к сожалению, уступили алматинскому Хайрату. И наша команда заняла 2-е место. И буквально через пару недель также на Иссыкуле состоялся уже казахстанский турнир, где приехали исключительно казахские команды и пригласили нас
одну единственную нашу кыргызскую команду. И мы заняли там первое место. Вот доказательство. А что, почему именно вас? Как-то вы им пригляделись или как? Ну, так получилось, что на Нитро нас заметили. Нитро тоже же был международный турнир. На Нитро нас заметили, что мы с такими командами и очень достойно сыграли. И нас пригласили. Но они не ожидали, что мы займем первое место. Мы заняли, победили все команды и в финале выиграли Алматинский Арстан. Вячеслав, вот вы как родитель скажите, вот какие у вас, например, проблемы есть, например, с занятием вашего сына футболом? Да, он, например, вы же его водите, вы ищете тренеров. Вот с какими проблемами вы столкнулись или сталкиваетесь? Как обычные просто родители? Проблема в основном бывает по времени. Вот. Оно бывает, понимаете, бывает подстраиваешься по времени, чтобы ребенка отвезти на секцию и после этого забрать его. А так, в принципе, проблем нету никаких. У вас? Ну, мне кажется, Слава со мной согласится. Самая основная, оказывается, в детско-юношеском футболе, мы об этом не знали, это, оказывается, тренер. Мы вот благодарны своему тренеру, Телек Эркиновичу Чекирову. Это вот мы наблюдаем как бы за другими командами последние 3 года. Были хорошие команды, но из-за того, что не было хорошего тренера, некоторые команды скатились. А мы наоборот, из ничего как бы занимаем сегодня призовые места. Поэтому проблема для многих детско-юношеских команд — это тренер, я считаю. Нам в этом смысле очень повезло. Если мы возьмем условия, которые есть, допустим, за рубежом, в Европе, да, обычно скажем, там, например, есть очень много скаутов, есть очень много академий профессиональных, квалифицированных, хорошие условия, да, и там, соответственно, есть, там совсем другой рынок. А у нас с этим, к сожалению, да, большие проблемы. Как вы считаете, вот имея такой маленький клуб, можно ли дорасти или хотя бы воспитать игрока профессионального уровня? Это мое субъективное мнение. Я считаю, что, это, конечно, наше государство критиковать не хотелось бы, но наш детско-юношеский футбол, он в плохом состоянии. В очень плохом состоянии. И пока не будет конкуренции, и пока не будет поддержки со стороны государства или со стороны частного сектора, частных бизнесменов, нам в перспективе именно поднять Лигу Кыргызстана на какой-то уровень, я думаю, невозможно. Потому что детско-юношеский футбол — это же основа. Да. Это основа. Основа любого. Да, любого. К этому делу должен быть системный подход. Обязательно системный подход должен быть. Начиная от количества полей, подбора тренеров и создания условий. Пока не будет конкуренции, этого не будет. Вот, в качестве примера я бы хотел вам сказать, что вот у нас даже в Бишкеке всего лишь там 5-6 команд, с которыми мы последние 3 года играем. У нас не было возможности играть с региональными командами. Нету турниров, элементарно турниров на республиканском уровне, как в соседних даже государствах. Там на Кубок Независимости, на Кубок, я не знаю, мэра там или президента. Мы вот за 3 года не играли ни с южными командами, ни с Таласом, ни с Нарыном. Мы не играли. То есть вы играете здесь в Бишкеке играете против исключительно местных команд? Абсолютно правильно, да. Дордой, Ильбирс, Абдышата. Если хотите поиграть с другими, вы сами едете, чтобы поиграть, в Казахстан, или на Айзекуль. Да. Мы как бы вынуждены ездить на те турниры, которые организовывают уже на нашей территории соседние государства, да. А вот если бы у нас были бы, там... То есть турнир на Айсакуле, да, был? Да. Это организовывала... Да, одну организовывала наша вроде бы компания,
Точно вот не могу сказать. А второй точно это казахстанский клуб организовывал. Друзья, напоминаем, вы смотрите передачу «Арена». Сегодня у нас в гостях представители футбольного клуба «Манас», Тилек Наматбеков и также Вячеслав Атяков. Вы готовите игроков именно для наших местных клубов, может быть, да? Абдашату, я не знаю, Дордой, чтобы он как-то в будущем заиграл. Или готовите их больше, чтобы они играли в зарубежных академиях? Ну, и у каждого родителя свои цели. У каждого родителя свои цели. Кто-то целенаправленно готовится, чтобы выехать за рубеж. В принципе, сейчас нашим детям 10 лет. В академии начинают принимать, ну, в российскую, в турецкую с 12, с 13 лет. Поэтому есть родители, которые будут прикладывать все усилия, чтобы попасть в зарубежные академии. Ну, наверное, большинство хотелось бы, чтобы в перспективе, если, конечно, планы есть, если мы станем самостоятельной командой, самостоятельно будем играть в кыргызской лиге, то будем и на нашем, как бы, внутри Кыргызстана играть, или в различных клубах, и Дордой, и Эльбирс. Все зависит. В общем, готовы и для наших клубов, и чтобы и за рубежом. Главное, чтобы у ребенка была возможность, да, пройти там в большой футбол. Сейчас на каких турнирах вы участвуете? Может быть, какой-то турнир идет, Вячеслав? Или будут, может быть, впереди какие-то турниры? Сейчас у нас ожидается скоро второй круг, да, городского, бишкекского городского турнира. Буквально, может быть, в конце месяца или на начало следующего месяца он начнется. И в этом году пока больше ничего не ожидается. Мы планируем, нас после Иссыкуля пригласили поучаствовать в ноябре месяце в Алматинском турнире. Это такой республиканский большой турнир. И вот буквально ожидаем приглашения с Узбекистана, с Ташкента. Ну, там по графику сейчас посмотрим, какой из нас подойдет. Ну, это планы наши. А так буквально через пару недель начнется наша Бишкекская лига. А какие турниры в Кыргызстане в целом устраивают? Вот Бишкекская лига есть, еще какой турнир? Ну вот за год, какой календарный план? Именно в Кыргызстане. Ну, в основном устраивают большие команды, крупные команды. Это вот ассоциация Дордой. У них свои лиги есть, там участвуем. Эльбирс тоже проводит ФЦ. Ну, иногда частные какие-то турниры. Вот зимой участвовали, вот, Академия футбольный чемпион, там проводился турнир. Частные клубы иногда устраивают внутригородские турниры. Сейчас у нас остается буквально минуту. Вот как раз вы хотели, чтобы то есть родители отдавали своих детей в спорт, в футбол, да, как по возможности помогали. У вас есть такая возможность, свободный микрофон, глядя вот на эту камеру, можете призвать, да, родителей? Да, уважаемые родители, пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем вам. Я тоже родитель. Вкладывайте свои, если, конечно, есть возможность, в детей, отдавайте их в секции, потому что это, во-первых, здоровье будущего ребенка, во-вторых, воспитание, ответственность, дисциплина, патриотизм, в конце концов. Я такой же родитель, как и вы, знаю, что такое проблема гаджетов, проблема телефонов. Сутками сидят дети на телефонах. И я думаю, и вы даже не представляете, какую негативную роль это может сыграть в будущем. Поэтому в ближайшую секцию отдавайте. Не обязательно может быть футбол, но обязательно спорт должен присутствовать в жизни ваших детей. Ну и государству обращаюсь и к частным инвесторам поддержать различные клубы, даже такие клубы, как мы, любители энтузиастов, любителей спорта. Время проходит, мы должны вкладывать в будущее нашего спорта, в будущее наших детей.
На этом наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Мы желаем вам удачи на предстоящем турнире Бишкекской лиги. Друзья, меня зовут Абдулла Джусупалиев. Также у нас сегодня были в гостях представители футбольного клуба «Манас». Это Тилек Наматбеков и также Вячеслав Атяков. До новых встреч. Пока-пока.